Если в суете дней в ваших глазах окружающие близкие не видят сияния и блеска, то вам стоит смотреть нас дальше. Это второй сезон женского мотивационного телепроекта «Я» и я, его ведущая Вероника Тамтосова. Нашим героиням в преображении помогут лучшие профессионалы республики – стилист, визажист, психолог и тренер. Ну, а за их изменениями вы сможете наблюдать сами и, конечно, увидеть результат, если будете смотреть нас дальше. Чтобы героиням проекта было комфортно в поисках ресурсного состояния, мы решили в этот раз отправиться с ними, с экспертами, которые им в этом помогут подальше от городской суеты. И вас, дорогие зрители, мы тоже приглашаем в это интересное путешествие. А поехать решили не куда-нибудь, а на знаменитые Ленские столбы. По пути мы увидели еще несколько достопримечательностей Якутии. Наши героини – 4 самые обычные женщины, но каждая со своей историей. Будут вдалеке от дома, в непривычной обстановке, с новыми знакомыми преодолевать свои комплексы и страхи, учиться чему-то новому и, может быть, и нас с вами научат тому, чему мы сами еще не знаем. Айсена Семенова, 31 год, живет в городе Покровске. Работает врачом УЗИ в местной поликлинике. Может найти нужный подход к любому пациенту, за что молодого специалиста любят и ценят. Девушка давно и крепко замужем, и за любимым готова пойти на край света. Однако год назад пара перенесла трагедию, потеряла новорожденных 3 детей. Благодаря мужу и помощи специалистов смогла найти силы преодолеть депрессию. Сейчас девушка ведет свой блог и помогает справиться с потерей таким же, как она, женщинам. Активная жизненная позиция, инициативность и тяга ко всему новому у Айсены в характере. Поэтому, когда она решилась принять участие в телепроекте, муж поддержал. Вот уже больше года мы уже такими занимаемся, новые для себя открываем. Из-за этого у нас препятствий вообще нету ничего. Вот захотела, я поехал на рыбалку, сказал, я пошел на рыбалку. Вот. Айсена тоже так же. Все, я вот участвовать буду. Ну, езжай, что поделать. Сама Айсена не до конца верила, что на проект ее выберут. Но ее история нас тронула, и было решено поддержать девушку. Я хочу выйти из образа такой хорошей, доброй, удобной девочки. Я себя позиционирую себя как яркую личность, мне не хватает такой яркости. И вот подаю заявку. Я думаю, мистика какая-то, вот вселенная, запросы работают на нас. Впереди Айсену ждут несколько дней разлуки с любимым, другая обстановка, новые люди и поиск себя новой, яркой и дерзкой, какой она себя видит, но пока только в душе. Первая наша остановка по пути на Ленские столбы возле необычного камня близ села Улахан-Ан. Его называют «Камень-дитя». Известно, что его установил местный житель Николай Пудов в 1928 году после смерти своей жены в память своим потомкам. Хотя у него не было детей и некому было продолжить его род на земле, считают, что дух этого камня услышал искреннее желание мужчины иметь детей, и с тех пор тем, кто желает иметь потомство, дарует им это счастье. Говорят, что сюда специально приезжают бездетные пары. Вот такая мистическая и загадочная история. А еще этот камень имеет научную ценность, так как является самым ранним каменным памятником на латинице. Как известно, якуты первыми среди тюркоязычных народов перешли на латиницу. Прибыли на базу Лена Пюр. Смотрите, какая красота! Ну разве таким шикарным видом не хочется стать лучшей версией себя? Но мы не забыли, зачем приехали, и наши замечательные эксперты сразу начинают работать с участницами проекта. Айсена в первую очередь общается с психологом Ксенией Ивашковской. Ксения Ивашковская – семейный психолог, психотерапевт, тренер школы гибких навыков. Помогает лучше понимать себя, справляться со сложными жизненными ситуациями, обучает навыкам безопасного общения и управления конфликтами. Автор блогов и публикаций в СМИ по детско-родительским отношениям. Хотела бы простить себя в первую очередь.
за такие моменты, которые я помню и за которые мне больно думать о той ситуации и больше простить себя. Сегодня это пока не получается. Нет. Только одна ситуация перед глазами. Моя старшая дочь лежала в кювезе сама, только родилась, а на следующий день ее не стало. И я до нее не дошла. И это я думаю об этом и не могу себя за это простить. За то, что у вас не получилось дойти до нее. Да. Потом до младшей дочки и до сына я дошла, а до нее нет. И я не застала ее. Меня это больше кожит, наверное. Не застала ее ни при жизни и не увидела ее после смерти. Чувстве вины, много сожаления. Горечи, Да, горечь. сожаления, обиды, непринятие. Вы сейчас сказали обиды. Я хочу спросить, на что или на кого? На себя в первую очередь, конечно. Обидно то, что я не смогла. Мне сейчас такие слова просятся, да? Мы, кажется, говорим о бессилии, о границе сил, о границе возможностей, да? О том, как трудно принять, когда ты просто не можешь, да? Даже если очень-очень сильно стараешься. Может быть, есть какой-то ответ, есть ли в этом смысл, да? Какой может быть смысл? Как это может, чему хорошему это может служить в будущем? Как это Ценить. Ценить жизнь как таковую. Тешит мысль о том, что, возможно, где-то там они искренне радуются за меня, то, что я смогла выбраться из такой. Вы сейчас находитесь в движении вперед и одновременно оглядываетесь назад. И такие противоречивые чувства. Да. С одной стороны больно, а с другой стороны вы уже способны испытать эмоцию радости. Хотели бы, малыши, чтобы вы оставшуюся жизнь провели грустной? Нет, определенно нет. Я хочу в это верить. Вы за это время чувствовали, как новые смыслы появляются для вас? Да. Ощущала себя раньше всегда такой домашней, такой удобной. Но сейчас, если мне не нравится что-то, я конкретно так и говорю нет. И конкретно нет, и я даже не буду объяснять, почему нет. Я начала выбирать себя. Есть ли сейчас боязнь? Страшно ли вам сейчас? Да, безусловно, самый большой страх сейчас есть не доносить. Я очень боюсь, что потом у меня не будет детей. Я боюсь не почувствовать радость материнства. И здесь есть один такой выход, вернее, два способа параллельно поработать со страхом. Во-первых, посмотреть рациональные причины, каковы риски, каковы вероятности, что это может повториться. Да? Разобрать здоровье, например. Какова вероятность снова, например, что беременность будет именно такой же, как в прошлый раз. И? Будет ли она точно такой же? Есть ли на это утвердительный ответ у науки? Ну, с этой стороны, да, я могу это. Даже начала, да, это все дело. И думаю, что шанс снова забеременеть тройней у меня просто минимален. Ну, и, соответственно, тогда риск, шанс выносить здорового ребенка, да, высок. Но тем не менее, страшно. Страх. Остается страх. Как бороться со страхом?
И тогда остается здесь такой путь промежуточных решений. Добраться, например, до определенного срока беременности, да, и там еще раз внимательно прислушаться и обратиться за помощью. Например, решать тревогу по мере ее поступления. Да. И третий способ, да, это допустить риск, да, ответить себе на вопрос, допущу ли я риск, рискну ли я. Попробовать стать мамой здесь, конечно, да, определенно, да. Я же молодая, да, но Есть ли у вас солидарность с мужем по этому поводу? да, И теперь остается, пробуя проговаривать этот страх, говорить об этой тревоге, даже когда беременность уже наступила, держаться того принципа, о котором вы сами сказали только что, да, не прятать это чувство, проговаривать его, чтобы оно не накапливалось. по чуть-чуть, то есть, да? Да, делиться с теми людьми, которые способны выдержать ваши чувства. Да, это как вариант мне подходит. Я вам желаю сохранить те отношения, которые помогают вам получать исцеление. Ваши близкие отношения, ваш круг, который вы создали, круг поддержки, который поможет вам шаг за шагом проходить горевание и двигаться вперед к вашим планам о материнстве. Спасибо большое. Ксения дала очень такой дельный совет, который я в жизни сейчас, подумав, оказывается, не делала. Свои накопленные эмоции я не дробила и думала о себе, копила и одномоментно вываливала, да, на свое близкое окружение, того же супруга. А если бы я бы дробила и по чуть-чуть запросы свои давала ему, то тогда действительно я бы меньше бы боялась и больше бы ответов получала, оказывается. Это понравилось. Вызывает большое уважение ее желание, ее стремление жить. Да? И то, как она работает со смыслами, и то, как она обращается к своим детям. Да? Такое огромное мужество для этого требуется. Да? Видно, что проделан большой путь. Я думаю, что мамы, которые терпят утрату, могут вдохновляться. У Эсены можно вдохновляться тем, как нужно проходить через горе, как она хорошо защищается, да? Как она заботится о себе. Да? Вот этого я хочу пожелать каждой женщине, каждой маме. Понятно, что за одну беседу сложно дать ответы на все запросы, но общение еще предстоит, ведь мы на турбазе будем несколько дней. Сама атмосфера этого места располагает к неспешным раздумьям, построению планов, и даже хочется предаваться мечтам и фантазиям. А почему бы и нет? На турбазе Лена Пилар с ее первозданной величественной природой и в то же время со всеми удобствами современной жизни ничто не отвлекает от желания просто созерцать и наслаждаться моментом. Здесь можно смотреть на небо и любоваться звездопадом, лежа прямо с кровати. Тут даже палаточные номера, называемые глэмпингами, имеют все удобства. Наступил вечер. Завтра у нашей героини будет насыщенный новыми впечатлениями день. Спокойной ночи. Все, отлично так размялись, начали свой прекрасный день. Теперь пойдемте будить девчонок. Девочки, подъем! На зарядку! Начинай день правильно!
Ирина Севрюк. Персональный тренер, трехкратная чемпионка мира по масс-рестлингу, 10-кратная чемпионка Якутии, лауреат Ассоциации национальных видов спорта «Сахада Спорт», имеет образование педагога-психолога и 10-летний опыт в качестве тренера, занимается фото и видеосъемкой, любит путешествия, увлекается музыкой и психологией. Айсена, еще раз привет. Я очень рада, что ты участвуешь в проекте, молодец. По тебе видно, что ты занимаешься спортом неравнодушно. Скажи, пожалуйста, как долго? Очень приятно, что ты это заметила. Занимаюсь я с февраля этого года. Очень 3 раза в неделю хожу в зал, ну и занимаюсь. Молодец, отлично. Какие успехи твои? За эти пару месяцев я довольно в объемах хорошо ушла. Очень нравится, и порядка скинуто уже больше 5 килограмм. Хорошо, это очень отлично. Скажи, пожалуйста, какой основная твоя цель? У меня очень проблемная зона – это вот руки, дряблость. Дряблость вот здесь вот. Я так понимаю, ты смогла их подтянуть? Да, чуть, смогла, но Очень да. хорошо. И ягодицы. Очень хотелось бы красивые рельефные Отлично. ягодицы. Хорошо. Тогда мы поработаем над ягодицами и над ручками, Хорошо. если ты не против. Но сначала сделаем суставную разминку. Всегда начинаем с головы до пят. Хорошо? Ручки можем поставить на бедра. Голову поворачиваем вперед, прямо назад, влево, вправо и вперед, назад, лево и право. Вперед, назад, лево и право. Хорошо, отлично. Ручки ставим на плечики. Круговыми вращениями вперед на 3. И 1, 2, 3. В обратную сторону. 1, 2, 3. И вперед. 1, 2, 3. В обратную сторону. 1, 2, 3. Ставим ручки на бедра. Ножки чуть шире плеч. Носочки разводим. Таз отводим назад и начинаем приседать. Угу. Сели, вдох сделали и на выдохе встали. Угу. Сели и на выдохе встали. Угу. Теперь ручки будем поднимать вверх. Хорошо? 3, 4. И сели, на выдохе встали. Угу. Сели, на выдохе встали. Носочек поднять один вверх к себе. Растягиваем передние мышцы. Угу. Держим баланс. Растягиваем передние мышцы. Балансом трудновато. Ага, да. У нас и мозжечок здесь работает. Да. Да, растягиваем. Очень хорошо. Угу. И делаем отведение бедра в сторону. Также стартовая позиция. И ножку поворачиваем в сторону. И 1. Ага, носочком касаемся пола. И на выдохе к себе. Выдохнула. Ага. 2 ножка. Прокрут. 1. Угу. И к себе 2. Берем гантельки по килограммчику. Так, делаем следующее упражнение. Ручки ставим перед собой. Угу. Ножки у нас в удобной позиции, как тебе комфортно. Локоть у нас чуть согнут. Угу. На выдохе поднимаем вперед. Корпус чуть вперед. И на выдохе поднимаешь вперед. И 1. Опустили. Угу. И 2. Угу. Вдох сделали. На выдохе 3. Угу. Вдох сделали. На выдохе 4. Вдох сделали. На выдохе 5. Кисти не заваливаешь, держишь ровно. Угу. На выдохе 6. Хорошо, отлично. Что почувствовала? Тянет, как будто вот здесь. Ага, ощущение жжения, да? Да. Твои мышцы работают, кровь прильнула к ним. Я тебя поздравляю. Спасибо. Так, следующее упражнение на ручки, на бицепс руки. То есть руки тоже мы должны с обеих сторон тренировать. И не боимся, что будут там гиперобъемы, как у мужчин, ни в коем случае. То есть женская физиология под это не заточена. Угу. Ручки ставим кармашком к бедрам. Все элементарно просто. Локоть держим ровненько и на выдохе поднимаем до параллели, да. И опустили. Вдох и выдох. Ага. Локоть у тебя чуть к себе. Ага. Выдох. Прижимаем. Выдох на себя, да. Выдох. Вдох сделала. Усилие. Выдох. Вдох сделали.
усилие, выдох. Хорошо. И 7. Угу. 8. Хорошо, молодец. Далее, если мы с тобой потренировали переднюю часть, соответственно, нужно и заднюю часть руки, да? Логично. Корпус чуть вперед, локти держишь к себе. Чуть-чуть наклони корпус. Угу. Локти держишь вверх, они смотрят вверх. Корпус еще чуть-чуть вперед подай. Локти держишь неподвижными и на выдохе выталкиваешь ручки к себе. И выдох сделал. Вдох и выдох. Так, дальше мы с тобой поработаем над ножками и ягодицами. Ножки ставишь шире плеч, носочки разводишь, колени всегда у тебя чуть-чуть согнуты в суставе и направлены в стороны к носкам. Итак, сели, наверх подняли, встали. Угу. Вдох сделали, сели, наверх подняли, встали. Угу. И так 10. И 3. Молодец. Колени держи. 4. Садимся до прямого угла. На выдохе. 5. Почувствовала? Да. Немножко разогрелись ягодицы? Да. Отлично, я рада очень. Так, смотри, следующее упражнение называется мертвая тяга. То есть можно сделать любым инвентарем. Не обязательно иметь вот гантели, да, там в диких условиях можно взять обычную бутылку, залить водой, там, я не знаю, 1,5, хотя бы 5 килограмм, да, и спокойно с ней заниматься. То есть это не проблема. Главное желание иметь. Выдох. Хорошо. Опускаемся. Колени не сгибаешь. Все. Выдох. Как будто по прямым ножкам. Чуть Умница, да, хорошо. 6. И пяточками как будто в пол толкаешь. Хорошо. И выдох. 7. Опустили. 8. Молодец. Хорошо. Заднюю поверхность бедра чувствуешь? Чувствую. Молодец. 9. Еще один. Вдох и выдох. 10. Отлично. Комплекс был несложный. Вполне может выполнить любая девушка, любая женщина. Это очень классно с подручными средствами, буквально маленький вес. Везде у всех есть, поэтому можно спокойно тренироваться, даже, оказывается, не в зале. И я обязательно буду это практиковать не только в зале, но и дома, а может даже на природе. Она очень способный, талантливый человек. В ходе физических занятий выяснилось, что она выносливый. Как она сказала ранее, ходит в зал с февраля месяца и уже достигла хорошего успеха. И это очень радует, что человек продолжает заниматься дальше, ее это затягивает, и ей все больше и больше нравится. Всегда главное желание. От желания очень многое зависит. Меняться сразу, если даже очень хочется позитивных перемен, сложно. И тут важно понимать, что сколь бы труден и тернист не был путь к совершенству, идя к нему мелкими шажками, иногда даже делая шаг назад, все равно можно достичь результата. Главное, как говорят специалисты, верить в себя и любить себя. Изрядно попотев с тренером и побеседовав с психологом, пришло время преображения внешнего. Дарья Габышева – персональный стилист, коуч, блогер, многодетная мама. Помогает девушкам в Якутии и за ее пределами найти свою неповторимость и очарование. Дарья убеждена, что все люди имеют свой стиль, и ее миссия – помочь его найти и подчеркнуть с помощью одежды. Айсена, сейчас мы будем разбирать твой гардероб. И первое, что бы мне хотелось тебя спросить, что из вещей из твоих ты носишь чаще всего? Так как я являюсь врачом, да, чаще всего я надеваю на себя нашу униформу. И ясно, понятно то, что я вот детский врач и такая вот форма. Эта часть ношу я униформу врачебную, свою рабочую чаще всего. Смотри, это здорово на самом деле. Я понимаю, что получается, что основной процент, да, времени у тебя происходит в этой одежде. Да. Да. Вне работы что ты выбираешь, например? Что-то практичное и не сковывающее движение. Это чаще, одна из любимых
Вот, да, кофточка. Мгм. Ну и с чем? Ну, джинсы такие прямые или вот Мгм. сейчас прям что-то широкое. Не Мгм. люблю, когда все прям. Мгм. Но на самом деле данный лонгслив, да, вот этот вот, он идеальный вариант как базового предмета гардероба, то есть вокруг которого ты можешь строить свою историю, скажем так. То есть это вещь, которую можно сочетать, как ты вот сказала, там, с любым другим вариантом одежды. Вот, например, даже, да, красиво смотрится Да. с этими, то есть сочетание цветов, Да, да, шоколад да, и голубой, да. прекрасно выглядит. Также шоколад красиво смотрится вот у нас и с красным цветом, да. В целом, я думаю, что это достаточно интересно, потому что обычно выбирают лонгсливы там черного цвета, серого. У тебя отличное решение, шоколадный. И еще хочется отметить, что шоколадный транссезоны. Так что здорово. Так, и по платьям. Тоже обратила внимание, что платья у нас есть в гардеробе, это чудесно. И они совершенно разные по своему стилю. Это разница твоих характеров? Что это отражает, как ты думаешь? Это больше нужно, ну, то, что вот одену я на каждый день. Мгм. А вот это образ, наверное, больше после изменений, когда я начала тренироваться. Мгм. У меня прокачались ноги, Мгм. и хочется их показывать, хочется себя Мгм. показать. И поэтому как-то короткие платья появились в моей жизни. Для меня вот это вот короткое. Это коротко. Да, это коротко. Мгм. Максимально коротко. как может быть. Но на самом деле очень здорово. Я что могу отметить из твоего гардероба, что прекрасно, что ты выбираешь базовые вещи. Замечательно, что ты не боишься цвета. Замечательно, что ты не боишься разной фактуры и не боишься быть разной. Это твоя отличительная черта и фишка. Я думаю, что тебе не нужно стараться выбирать один какой-то стиль для себя там или что-то еще. Нравится быть разной, как говорится, будь. Вот. У нашей участницы Айсены хороший, качественный гардероб, где есть фундаментальная база. Хотелось бы добавить в этот образ больше индивидуальности. Возможно, это какие-то яркие аксессуары или даже интересный принт, который оживит ее образ. В принципе, она порадовалась за меня, то, что присутствуют яркие элементы, все, в принципе, базово и хорошо, но нужно приукрасить вот именно многослойностью. Попробуем, посмотрим. Далее наша героиня ждет встречи с визажистом Надеждой Ларионовой. Надежда Ларионова, архангельская, визажист с опытом более 10 лет, обучалась у ведущих визажистов России и Казахстана, имеет международные сертификаты, передает свой опыт начинающим визажистам на авторских курсах, считает себя фанатом профессии, а макияж – способом творческого самовыражения. Надежда, я привезла с собой сегодня свою косметичку и хотела бы ее с вами разобрать. Можно? Да, конечно, давайте посмотрим. Так, давайте Ой, посмотрим. здесь сразу оказывается... Какая красота, отличные тени. Я смотрю, что вы пользуетесь далеко не всеми, да? Зачем столько много цветов купили, если не пользуетесь? Ой, честно, А? эта палетка очень старая, ей много лет. Она была внизу, я даже не поняла, как она тут оказалась. Мгм. И можно ли такими тенями сразу пользоваться? Вы переживаете о свежести, да? Да. Ну, смотрите, я могу рассказать такое, что тень – это сухая текстура, она очень много лет может жить после истечения срока. Ориентируйтесь в первую очередь по запаху, то есть запах прогорклых масел. Допустим, пробовали когда-нибудь горькую семечку? Да. Или прогорклое масло где-то испортилось. Вот такой вот запах, если появляется, тогда выкидывайте. Это уже канцерогены. Бывает такое, что в тенях масел нету, они тогда вечные. Да, можете не переживать. Вижу, спонжик не очень чистый. Микробы скапливаются, размножаются. Ну, желательно, конечно. Мыть. Да, мыло как весна часто? прекрасно. А как часто их надо менять, мыть? После каждого применения. После Да, мыть? хранить не надо, потому что с кожи все здесь копится. А они тогда как остается. одноразовые, что ли? Нет, вы его моете под краном с Ага. мылом. Ага. Некоторые люди даже в стиральной машине стирают. И как долго я его могу пользоваться?
Вот в комплекте Пока у он меня не 4. порвется. Да. Хорошо. Так, что у нас еще есть? Тональник плотный. Ну, хорошая фирма, в принципе, плотненький достаточно, да? Я его очень... Я Мгм. вообще ежедневно макияж не ношу. Просто уход и Мгм. вот матирующая пудра рассыпчатая, и все. Мгм. Ну, вообще, как бы, да, существует такой миф, что косметика – это химия, да, что не надо там на себя эти тонаки мазюкать. На самом деле они сейчас даже какую-то пользу несут, потому что они защищают от пыли в городе, от Есть солнца SPF, нужно, да? правильно, конечно, от солнца обязательно защищаем. Вообще вместо помады карандаша это можно, нет? Это Вместо минеральная помады пудра, карандаш, а в Да. чем разница? да. Вот не знаю. Ни в чем. Мгм. В карандаше просто влаги меньше чуть-чуть, масел меньше, воска больше, да, ну более сухая текстура, устойчивая. Карандашом Разницы нет. покрасить. Мне очень нравится ваша косметичка. Я не вижу смысла дальше смотреть. Вы молодец. Какой бы вы хотели макияж сейчас на себе испробовать? Я хотела бы подчеркнуть свои глаза, Угу. и я не умею, у меня какая-то вот такой вот барьер, я не могу за века выйти. У меня вот внутри вот века Мгм. тонко крашу, и Мгм. дальше за пределы Глаз я выйти открываете, не могу. и макияж Да, под веко да, уходит. под веком, Мгм. все. И дальше я выйти не Хорошо. могу. Сделаем. И чуть побольше губы. Хорошо, пошире. Да. Хорошо. Понравился ли мейкап от модного визажиста Айсени, мы узнаем совсем скоро. Ну а пока наши героини в перерывах между съемками много общаются, изучают местную природу и просто наслаждаются вдали от городской суеты. И вот наступил последний вечер нашего пребывания здесь. За эти несколько дней девушки тесно общались с нашими экспертами красоты и здоровья. Получили от них массу ценных советов и рекомендаций. Сейчас они вовсю готовятся к финалу нашего проекта, когда они преображенные предстанут перед профессиональными специалистами. Итак, долгожданный момент. Сейчас мы видим преображение нашей участницы. Встречайте, Айсена. Какая ты красивая! Айсена себя еще не видела, дорогие эксперты. Айсена, у нас есть зеркало специально для тебя. Проходи, смотрись. Очень так волнительно, да? Я, что ли? Да. Где я так буду носить, да? Как где? На работу. Просто на выход. Очень, Элегантно, очень со хорошо. вкусом. Такое Дальше. удовольствие смотреть. Да, на радость. Здесь у нас нет лишних деталей на костюме, ничего дополнительного, только цвет и акцентные украшения, которые в целом ты также можешь потом носить с лаконичными простыми платьями. Потому что я помню твой гардероб, он тоже достаточно базовый, такой минималистичный, и ты можешь потом миксовать костюм, совмещая с тем, что у тебя уже есть. Ну, очень радостно, что образ понравился. Мы ждем второй выход. Было Не зря. не зря, не зря. И было не наиграно. Да, это Самое было вот, главное. да, вот Мы вот сейчас наблюдали живые эмоции. это круто, Сцены. это очень И классно. самое главное, мы наблюдали живой результат вашей работы. То есть, казалось бы, За короткий, да, за довольно короткий короткий промежуток срок. времени, да, Да. нам удалось человеку передать те эмоции, которые Да, нуждался. да, вселить в нее вот эти нотки уверенности, которые сейчас были так необходимы. Все готовы? Итак, встречаем второй образ Айсены. Потрясающе! Какая элегантность! Супер. Можно посмотреть? Да. Ну как? Я вообще не ожидала. Длина. То, что Нет слов. я как мадемуазель. Мадемуазель. Нужно Спасибо, можно я вас обниму? Ты тоже очень классный, позитивный. Спасибо большое. Вообще, я так
просто счастлива, то, что я познакомилась с такими людьми. Просто мне нужно было от вас знать, что я все делаю правильно. Айсена, ты молодец. Ты большая молодец. И я считаю, что то, что ты здесь, иногда, правда, просто нужно услышать, что все правильно, ты все делаешь хорошо. Да. И, возможно, ты сама это знала всегда. Потому что у тебя есть позитивный подход к жизни. Ты сильная, потому что у тебя внутри стержень. Ты всегда знаешь, что ответить. Знаешь, вот я очень тоже вот словом в карман Айсена никогда, у нее всегда есть что сказать. Это твоя классная фишка, отличительная черта, то есть то, как ты справляешься с теми жизненными трудностями, с которыми ты встречалась. Ты заслуживаешь не только этого преображения, но еще много-много всего впереди. И еще больше. Ты чудесная девочка, вообще просто. И как интересно, что ты написала для меня тоже в свое время очень поддерживающие слова. Так получилось, что вот когда я даже не знала, что это она. А она тоже мне в свое время помогла. Поэтому видишь, как здорово. Все возвращается. Да, видишь, как классно. Это была судьба. Ты абсолютно все делаешь правильно, что ты красивая, спортивная, позитивная, и что все будет правильно. Вот, это твой сертификат. Спасибо большое. Но я его повешу. За то, что ты пришла, что ты осмелилась и сделала все, опять же, правильно, мы дарим тебе подарок. Спасибо. Принцессе на плечи, Красотка. поправляем волосы и в новую жизнь. Спасибо. Давай. Проект дал мне море впечатлений, дал новые знакомства. Я никогда в буднях своих вообще не думала, что я могу быть такой классной. И эта перезагрузка, эксперты открыли для меня новую я и показали мне, какой я могу быть. И вот эти дни просто были необходимы, и они нужны каждой женщине, чтобы просто сделать шаг этот вот назад, посмотреть на себя и войти в новую я. Вот и завершился первый выпуск телепроекта «Я», и мы с помощью самых крутых экспертов Якутии в сфере красоты и здоровья преображали молодую девушку Айсену Семенову. Сила женщины не в слабости и не в хитрости. Она начинается с состояния комфорта с собой и окружением, от удовольствия пребывания в этом мире в гармонии с собой и своим телом, осознания того, что она действительно хочет. Это был второй сезон женского мотивационного телепроекта «Я». Смотрите нас в следующие выходные на телеканале «Якутия-24». Вас ждет еще одна встреча с еще одной героиней телепроекта. До встречи!